Утро Куляш Тлеовой начинается с домашних хлопот. После уборки женщина занимается рукоделием, вяжет или шьет одеяло на заказ. Ее супруг Бакытбек Ситпаев тоже не сидит сложа руки. Он зарабатывает частным извозом, выезжая на старой машине. Получаю пособие 44 тысячи тенге, и жена получает 44 тысячи. Взял кредит на 2 года. Когда денег не хватает, выезжаю как таксист. Супруга шьет одеяло, вяжет, так и живем. Репортер Азатыка не застал дома дочь Бакытбека Ситпаевой, Куляш Тлеовой. Когда пришли журналисты, она гостила у родственников. По словам Куляш, их дочь-восьмиклассница выполняет всю сложную работу по дому, которая не под силу родителям-инвалидам. Семья живет в доме без санузла. Так называемое удобство на улице. Тяжеловато с туалетом, ванной нет. Выходить на улицу и заходить обратно очень тяжело. Во дворе грязь. Все трудности ложатся на плечи дочери. Другая проблема – отсутствие ограждения вокруг дома. Собаки, домашний скот заходят во двор. Дочь выходит на улицу, и пока она не зайдет, я сижу и переживаю. Местные власти говорят, что какие-либо льготы для семьи инвалидов не предусмотрены. Все граждане, стоящие в общей очереди, обладают одинаковыми правами и несут одинаковые обязанности. Поэтому они получают жилье, когда подойдет их очередь. Ситпаевы встали в очередь на получение благоустроенной квартиры в 2011 году. Перед ними в очереди около 4500 человек. Айнур Алимова, Мадибек Магомбетов, Онгар Сеймасаев, Азатык ТВ.